Человек должен любить театр, любить артистов. Эстрада, да, концертная деятельность и театральная тоже абсолютно разные вещи. Какие-то просто говорить точные вещи. Вот. Он сказал о том, что артисты — это люди, которые вносят в жизнь искры высшего смысла. Светлана Потемкина, кандидат искусствоведения, театровед, продюсер, редактор энциклопедии Большого театра, доцент Крымского университета культуры, искусств и туризма, автор книг «Спартак на сцене и за кулисами Большого театра», Надежда Павлова. Большое интервью с балериной. Светлана, вы преподаете, были 20 лет завлитом, упаковываете и продвигаете очень много проектов, можно сказать, еще и продюсируете проекты. В Якутск вы приехали практически как журналист, человек, который связан с миром искусства. Как себя позиционируете? Кто вы есть? Это самый сложный вопрос, который можно себе задать и задать и мне тоже. Наверное, все эти сферы деятельности для меня очень важны, и все занимают в жизни значительную роль. То есть я не занимаюсь тем, что неинтересно. Когда перестанет интересно писать, я, наверное, перестану. И все остальное тоже. Вот в какой-то момент думаю, может быть, отказаться от преподавательской тоже не хочется, потому что студенты — это тоже то, что добавляет в жизнь красок. Поэтому... Но сейчас же, когда говорим про личный бренд, говорят же в шапке профиля, да, или вот, под своим именем пишите четкое определение, кто вы есть. Театральный критик, в принципе, может преподавать, да, может и писать. Ну вот из всего того, что вы сказали, вы знаете, театральный критик, мне кажется, самая неблагодарная подпись и не вызывающая никакого, не то что уважения, а авторитета. А почему вам не нравится? Вот при слове «критик» вы реагируете вот так. Вот в предварительной беседе то же самое. Но это же буквально можно вот... Люди, наверное, очень много говорили вам, вот критик, критикуете, да, как бы ассоциативный ряд вот именно этих слов идет, этого слова идет. А на самом деле критик, мне кажется, куда объемнее. Вы знаете, все мои коллеги, ну, многие, во всяком случае, тоже не любят это слово, потому что в театре, ну, все люди, которые делают что-то, они не хотят критики. Но обратной связи все хотят. То есть такая вот получается немножко игра слов. Специалист по обратной связи. Да, замечательно. Вот это копирайт ваш, это сегодня родилось, наконец, название, которое приятно, да. Обратная связь. Ну вот интересно, все-таки хотелось бы поговорить о профессии, о деятельности критика, да, поскольку всегда было интересно, на чем основываются. Это насмотренность, да, это сравнение с предыдущими постановками, это вы смотрите, какая труппа собралась, или все-таки накладывает и отпечаток от того, с каким настроением вы это смотрите, на каком месте вы сидите и в какой атмосфере пребываете. Это тоже зависит от этого. Вообще хотелось бы узнать изнанку, изнутри, как все происходит. Боятся ли вы, что в этом зале находится Светлана Потемкина, она будет смотреть и критиковать? Как все происходит? Знаете, вы перечислили все составляющие, наверное, даже ничего не упустили. Это замечательно. Знаете, наверное, самое интересное, что вот сидят в зале несколько человек. Ну, назовем их критики, театроведы, журналисты даже. Да даже и просто люди, которые в театре работают. Но в данный момент они зрители. Все смотрят спектакль. Потом выходят и в антракте начинают обмениваться впечатлениями. Но, знаете, 90%, ну больше даже, в основном все совпадают. Вот что это такое? То есть это некое коллективное какое-то, да, коллективное восприятие. Вот. И задача критика, на мой взгляд, вот, найти такие слова, интересные слова, точные слова, да, чтобы, во-первых, это отразилось, осталось в истории. Потому что спектакль прошел,
И что, собственно, все, каждый запомнил его по-своему. Получается, вы еще и маркетолог, человек, который общается с фокус-группой, делает глубинные интервью во время антракта, и все это отражает потом в статьях и рецензиях. Да? Ну, не совсем так. Конечно, я основываюсь на своем ощущении и спорю, если там с кем-то не совпадаем. Не совпадаем, бывает, конечно, такое. Но все-таки важно очень сформулировать, а что это было. То есть не только свои ощущения, там хорошо, плохо, там понравилось, не понравилось, но это вообще как бы категория так себе. Вот. А самое главное, чтобы и тем, кто не был на спектакле, на концерте, они поняли, а что же они пропустили, и почему им желательно пойти или уж совсем не ходить, да, на этих артистов, на эту постановку. Вот мне кажется, задача такая. Во всяком случае, на театроведческих отделениях учат именно этому, поскольку я театровед по специальности, поэтому запомнила это навсегда. Вот. А на чем вы основываетесь? Все равно, вот говорите же, острое перо. Все равно спектакль, есть свои какие-то законы постановки. Вот, есть... когда понимаешь, что, не знаю, человек поет хорошо или плохо, танцует там на месте он или нет, там выбор персонажей. Я уже сейчас какие-то, наверное, идут дебри, да? Ага, я почему спрашиваю? Вот в произведении «Утраченные иллюзии» там, конечно, больше о журналистике и как раз-таки первых шагах критиков, да? И там вот как раз-таки очень прям ярко выраженно показывается, как свои и не наши, что театр дружит с большим количеством критиков и переманивает к себе то острое перо, которое будет воспевать им дифирамбы, там, писать оды. Понимаете, если это действительно острое перо, его переманить нельзя, потому что оно, как бы объективно, это его самоценность. Тогда уже острое перо принадлежит какому-то изданию, скажем. Вот. Настроить критика, чтобы он более лояльно относился к театру, почему бы нет? Но я считаю, что должны быть какие-то дружественные отношения. То есть не совсем так. Но мы же все делаем одно дело. Все равно. То есть, может быть, я здесь ошибаюсь у других. Повысить рейтинг посещаемости театров? Вы болеете за это? Как вам сказать, если спектакль не очень удачный, то что же людей обманывать? Понимаете, нет вот хуже впечатления, когда идешь с горящими глазами или там бьющим сердцем, или просто идешь на спектакль, приходишь, а там ничего не возникает. Понимаете, оно может не возникнуть каждый раз. И недавно я брала интервью замечательной балерины Марии Александровой от Большого театра. Она рассказывала о том, что сказала такую вещь, которая мне тоже очень близка. Я рада, что я услышала от нее, что каждый спектакль неповторим. Невозможно повторить. Вот даже хочешь иногда, это невозможно. Поэтому люди, которые разбираются в театре, они ходят по много раз. И вот этот вот ответ, например, а я уже видела этот спектакль. Это для людей, которым не посчастливилось пережить вот это чудо какое-то. Чудо. Когда человек говорит, я не понимаю балет или я не понимаю оперетту, им не посчастливилось это пережить. Вообще погружались, по-моему, в мир искусства как раз-таки с балета, да? Да, это настолько, вы знаете, была случайность, что это сложно дать какой-то рецепт, что да, это должно быть так. То есть я вдруг случайно попала на балет Шопеняна, танцевала Надежда Павлова и Валерий Анисимов. И все. То есть в этот вечер я поняла, даже не поняла, но просто вот я уже больше ни о чем думать не могла. Мне хотелось видеть Надежду Павлову, в частности, еще посмотреть ее в каких-то спектаклях, другие балеты увидеть. Вот. И все вот так вот началось. И все спрашивают, даже потом уже по прошествии времени, а что это был за спектакль-то, в котором ты впервые увидела? Я говорю, Шопеняна. Все удивляются. А что? Шопеняна, спектакль бессюжетный. Что там могло потрясти настолько? И потом еще он таким образом построен, что там много очень
действующих лиц, они все примерно одинаковые сильфиды. Ни костюм не выделяется, никак. И вдруг что-то увидеть вот в одной балерине, Надежда Павлова, конечно, уникальная балерина. И написали книгу. Да, это была очень долгая такая, ну, не работа даже, работа тоже была долгой, путь долгим был, потому что я поступила потом в театральный институт, театральную академию в Петербурге. Вот у меня были учебные работы, посвященные Надежде Васильевне Павловой. Потом диплом был ей посвященный. Ну и как-то идея книги вот рождалась, но сложно, очень сложно писать о живых людях. И все говорили мне, я работала в журнале «Балет», в этот момент говорили, ну зачем, это так сложно, такая сложная тема, возьми что-нибудь другое. А я понимала, что я не могу другое, потому что, ну, пока не выполнишь вот что-то, что нужно совершить, оно же не дает покоя. Поэтому действительно, правда, очень много лет. Ну, может, это и есть тот самый случай, когда вам нужно было прийти на ту постановку, на тот, чтобы увидеть ее и потом стать тем человеком, который увековечит ее историю. Наверняка, да, наверняка. Но просто это чудо, и невозможно, действительно, тут как сказать, надо поступать так-то и так-то. Люди поступают на театроведческие факультеты и тоже могут, ну, ничего потом не сделать. Вот интересно тоже, когда я училась в Петербургской академии театральной, был такой театровед прекрасный Колмановский. И он пришел к нам на первое занятие, посмотрел на всех нас внимательно и сказал, сразу видно, кто из вас станет театроведом, а кто нет. И мы все задумались. Я тоже думаю, интересно, станет или нет. Он никому не сказал, что он подумал. И мне до сих пор интересно, как он это сразу понимал, вот что было приоритетом. Вот, поэтому... А вы сами как оцениваете, когда смотрите на молодых, возможно, да, поскольку вы сейчас еще и преподаете, кто будет в искусстве, а кто нет? Есть какие-то критерии? Человек должен любить театр, любить артистов. Но это правда. То есть и должен, если он любит, если он постоянно смотрит, тогда он дальше будет искать слова. Да, и чтобы он хотел писать, конечно. Потому что можно любить смотреть, но вот можно стать продюсером, например. Но еще же очень много в театре профессий. И эти все люди любят театр. Вот сидишь иногда там, смотришь, как гримируются. Вот я восхищаюсь этими людьми. То есть я в этот момент задумываюсь, что, например, вот я с удовольствием работала в театре, но я бы не могла быть гримером. Как они вот изо дня в день, они же не видят спектакль, но они изо дня в день делают вот эти парики, там грим накладывают. И им тоже это безумно интересно. Вот люди нашли свое место. Вот. А театровед все-таки он должен любить писать. Ну, вообще, многие мои коллеги, знаю, пишут долго, ну, что это процесс, требующий много сил. Это не так, что вот раз сел и написал. У некоторых есть такой дар, не у всех. Но все-таки какое-то желание выразить себя в слове должно быть. Иначе можно работать в театре, но в другой профессии. Но вы же говорите, не сразу пишется, как вы преодолеваете вот этот момент, когда вы смотрите на чистый лист, да, и нужно что-то с чего-то начать. Это как в ожидании музы или все-таки себя принуждаете, что вот сейчас я должна уже начать и закончить? Ну, конечно, нет, но все-таки уже о музе речь не идет, она прилетает там где-то в процессе. Вот. Есть спектакли, которые сразу идешь же домой и уже по дороге понимаешь по пути, что хочешь сказать. Уже эти слова прям вот наготове, надо быстренько сесть где-то и быстрее вот писать. Потому что это тоже это состояние определенное. Вы в мире искусства. Вы полностью погружены в этот мир, пишите книги, посещаете постановки. Удается ли вам вырываться из этого мира и быть вот в органике, скажем так, в балансе с внешним миром, где есть и серые улицы, есть и люди не из мира искусства? Ну, конечно, конечно, театр на самом деле тогда
и тексты критиков тогда откликаются у людей, когда они не оторваны от жизни, а когда все-таки есть вот эта вот связь. Вот, конечно. Но с другой стороны, понимаешь, что люди, которые в театре, немножко другие. Немножко другие. Я про это, и Да. поэтому и спрашиваю. Но у самих людей, наверное, особо не возникает такого ощущения. Только если вдруг сталкиваешься, в какую-то другую среду попадаешь и понимаешь вдруг, что они другие, они не свои. Вот интересный, например, момент, такие вот тонкие грани. Но я не беру совсем профессии уж диаметрально какие-нибудь противоположные, а вот просто даже театроведы и, например, филологи. Литературоведы. Уж тут, казалось бы, вообще близко. Или там музыковеды. Все другие. Вот между всеми есть разница. Человек, который пишет о литературе, филолог, он все равно о театре пишет, ну, не знает он многих вещей просто. И на чужое поле вот даже иногда опасаешься выйти, потому что понимаешь, что везде вот есть свои нюансы. То есть надо писать о том, что знаешь. Вы 20 лет были завлитом. Что входило в ваши обязанности? Завлит — это такая профессия редкая, которая сохраняется уже так буквально не во всех театрах даже. Заведующий литературной частью. Вот здесь, в Театре оперы и балета, я встретила свою коллегу Евгению Томскую с огромной просто симпатией, радостью. Вот мы общаемся, я чувствую, вот люди одной профессии и одного понимания, да, что эта профессия на самом деле, почему она уходит из театра? Потому что она слишком из многого состоит. Это не просто зав. Литературной части, это все, что касается литературы. Литература — это что? Ну, если драматический театр, это и сценарий тоже. Завлит, человек, который, в общем, знает в театре все. И поскольку от него может потребоваться написать текст, совершенно любой. Он должен знать про каждого человека в театре, может рассказать и написать про, опять же, от монтировщика до директора театра и об артистах, естественно, тоже. То есть представляете, да, какой объем информации. Вот. И должен быть еще в курсе событий, которые вне театра тоже. То есть это и общение с журналистами, да и вообще понимание, насколько свои спектакли, которые в театре, да, как они в сообществе воспринимаются, а что в других театрах идет. То есть это такая профессия очень интересная, но требующая специфических качеств, потому что не всем это интересно. Многим интересно заниматься своей профессией. Почему вытесняют завлитов, да, и часто возникает там пресс-служба, например. Это же проще, потому что пресс-служба — это просто общение с прессой. Там максимум написал пресс-релиз, отдал. Вот. Это тоже сложно по-своему, но это какое-то одно направление. Вот. А завлит — это просто обо всем. Это куда объемнее. Это официальные письма, надо сказать. Тут прям много всего. Все жанры литературной деятельности. И плюс человеческие качества, широта определенная должна быть. Потому что, например, в Театре оперы и балета очень интересно, в Саха-опера-балете, например, кабинет завлита в кабинете врача находится. И мне так было и смешно, и трогательно, потому что, по-своему, это врач такой, который врачует души артистов тоже, которые приходят. Куда они приходят? Часто их к завлиту приходят отогреться, как найти доброе слово, услышать. Вот. Когда вы покидали это место, была легкая грусть, и какой опыт вы из всего этого извлекли? Конечно, опыт колоссальный, потому что одно дело, когда человек действительно пишет о театре снаружи, это одно впечатление. Когда он приходит даже за кулисы, это другое впечатление. Но когда он постоянно живет в театре и знает все, как устроено, то, конечно, это огромный опыт общения с артистами, со всеми, опять же, цехами. И конечно, это понимание театра во всей полноте. Сейчас вы в музыкальном театре, да? Сейчас я в Москонцерте. Москонцерте. Да, Москонцерт — это такая организация уникальная совершенно.
правда. Мгм. Москонцерту 90 лет, и до недавних пор все спрашивали, я не знаю, вы слышали слово «Москонцерт»? Конечно, Да? да. А многие, вот, например, говорят, Москонцерт и Росконцерт — это одно и то же. Ну, то есть вот эта разница вроде как была не очевидна. Это совершенно разные, кстати, организации. Москонцерт — это 90 лет существует организация, и вот все звезды эстрады, там, Шульженко, там, Кобзон, там, ну, просто много, ну, все практически звезды были связаны с Москонцертом. Вот. Но сейчас это вообще просто огромная организация, где 600 человек. Это оркестры, это театральные коллективы, это просто артисты разных жанров, народный вокал, там, классический, И ваша эстрада. должность? Редактор Москонцерта. То есть я пишу анонсы, тоже какие-то тексты, тоже разного рода тексты, скажем Ну, так. практически, в принципе, то, что вы делали в театре на должности завлита, вы сейчас уже пишете несколько о другом. Ну, Можно сказать, чуть поменяли. Получается, да, изменение произошло. Но вот сейчас я это тоже четко понимаю, что эстрада, да, концертная деятельность и театральная тоже абсолютно разные вещи. Тоже это интересное такое наблюдение. Мгм. Интересно. Вы счастливый человек? Конечно. Мгм. А что для вас счастье? Счастье — это когда, получается, ощущаешь, что необходимо вот что-то такое сделать, какая-то идея возникает, вот, и удается соединить людей, которые тоже горят этим, заражаются, и тоже все вместе помогают это сделать, и получается какой-то результат прекрасный. Тогда у вас вот ощущение счастья, чувство это на начальном этапе, когда вот эта вот искра, когда вы чувствуете то, что эта идея не только в вашей голове, но и в голове вашей команды, и на протяжении всего пути. Я Да, правильно понимаю? да. Да вы так все точно формулируете, что уже ничего даже и не добавить. Мгм. А что самое интересное, яркое вы открыли для себя, что вас удивило? Вот чьи слова прям... А вообще безотносительно Да, театра? да. Может, что-то прочитали? Все равно, наверное, далеко не уйду от своей сферы деятельности. Мне очень понравились слова, которые сказал генеральный директор Москонцерта. Человек потрясающий тоже, умеющий, хотя и не критик, и не театровед, вот, умеющий замечательно формулировать в словах глобальные идеи и какие-то просто говорить точные вещи. Вот. Он сказал о том, что артисты — это люди, которые вносят в жизнь искры высшего смысла. И я как-то вот под впечатлением этих слов, этой цитаты, мне кажется, в учебниках можно написать для театроведов будущих. Вот. Но действительно так. Искра высшего смысла, вот, и когда это все совпадает, да, когда вот все происходит именно должным образом, и ну, какой-то элемент чуда, понимаете? Идут репетиции, вроде бы, да, все точно, все понятно, все по плану. И вдруг раз на спектакле вот что-то, что нельзя было запланировать, вот оно каким-то соединением, вдохновением, силой какое-то вдохновение произошло. Вы упомянули про то, что познакомились, погрузились в мир искусства Якутии. Что вы для себя увидели, вот продолжение той темы, которую вы сейчас развили? Именно на фестивале? Да, какой отзыв вы можете дать как критик, как человек, который понесет это в мир, да, и что вы бы хотели, возможно, рекомендовать, что пожелать? Вы знаете, я обо всем этом, конечно, напишу, когда уже настанет этот момент. Небольшая затравка. Да, затравка. Ну, наверное, самое важное, что этот фестиваль состоялся с таким прекрасным составом приглашенных артистов, с таким
великолепным настроем труппы, с желанием действительно сделать что-то с приглашенными. Здесь, конечно, огромная работа продюсерская Алексея Садовского, который именно пригласил именно тех артистов, которые были приглашены. Вот опять же, поскольку я сказала о Сильве, да, там прекрасная Ирина Суханова, Николай Семенов, да, Борис Недельман из Свердловской мускомедии. Вообще вот идея, да, пригласить артистов, солистов и дирижера, который именно владеет жанром, и артистов, которые именно в этом жанре прекрасны. То есть здесь я вижу такую, ну, продюсерскую мудрость, что ли. Ну и что касается остальных артистов тоже. И на партии там Кармен, Хазе, князе Игоря, в Севильском цирюльнике. Везде вот очень продуманный состав артистов. И, конечно, я, естественно, буду говорить о том, что сам театр Саха-опера балет находится на высоте в данном случае. И такие фестивали, конечно, нужно проводить почаще. Но как нужно? Хотелось бы. Светлана, большое спасибо за интервью. Спасибо Желаем вам также продолжать любить искусство и действительно обращать внимание и на театры республик, погружаться в их традиции и культуры, поскольку это все очень тонко отражается на каждой постановке, в каждом спектакле. Поэтому вдохновение, ну и, конечно же, творчество. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Очень приятно было побеседовать и подумать о каких-то вещах, о которых, наверное, буду продолжать думать. Спасибо. Спасибо.